Предстоящие выходные в России отметят День матери. В последние годы улучшению демографической ситуации, также здоровью будущих матерей уделяют особое внимание. Почти год в Якутске работает единственный в республике Центр репродуктивного здоровья. Какую помощь могут получить здесь будущие родители, узнала наш корреспондент Туяра Филиппова. Здесь проводят перинатальную диагностику, лечат бесплодие, оказывают консультативную психологическую помощь населению. И даже небольшой срок работы центра показателен и доказывает его востребованность. Хочется отметить, что открытие нашего центра произошло благодаря эффективному взаимодействию правительства Республики Саха-Якутия, Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия и окружной администрации города Якутска. Улучшение демографической ситуации, к сожалению, не означает, что ребенок рождается запланированным. Особенно трудно приходится несовершеннолетним. Таким в центре готова прийти на помощь психолог. С несовершеннолетними девочками, да, всю беременность и 9 месяцев у нас работает с ними психолог, то есть сопровождение это психолога обязательно, как самой девочки, это несовершеннолетней, так и ее семьи. В центре уже гордятся тем, что из 37 несовершеннолетних рожениц, наблюдавшихся у них, ни одна не оставила ребенка в роддоме и не сдала в приют. Всего же в Якутске только в этом году зарегистрировано 99 случаев беременности несовершеннолетних. Еще одна проблема – пороки развития. В центре помогают выявить их на ранних сроках на УЗИ-аппаратах, закупленных по программе модернизации здравоохранения. Заботу о себе здесь чувствует буквально каждый, кто обращается. Это мне очень понравилось, что здесь электронная очередь. Приходишь, вот в свое время, все, сразу заходишь. Очень удобно. Женщины с различными гинекологическими проблемами здесь также получают эффективное лечение. А прервать нежелательную беременность можно медикаментозным, щадящим женское здоровье методом до 6 недель. Приходят в центр и супружеские пары, кто давно и безрезультатно борется с диагнозом бесплодия. Таким помогают, и об этом также свидетельствуют цифры статистики. Из 720 обратившихся с диагнозом бесплодия 110 с помощью врачей и правильного лечения смогли стать счастливыми родителями. И не это ли высшая радость для человека? Туяра Филиппова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.